Салам алейкум, хурматли милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Этот выпуск я бы хотел посвятить одному человеку, а, который в последнее время очень много уделяет мне внимания, а именно Ильдару Юмагулову. Как я уже однажды в своем видео, в одном из своих видео говорил о том, что наши башкиры делятся на две сущности. Это башкирцы и башкорты. И давал определение, кто из них кто. Башкирцы — это те люди, те представители башкирского народа, которые э, практически ассимилировались, манкуртизировались, или люди, которые сознательно предают свой народ. Они могут даже в совершенстве разговаривать на башкирском языке, прекрасно знать историю, но они поддерживают весь тот режим сегодняшней российской власти, весь тот преступный режим, который сознательно, последовательно уничтожает башкирский народ, уничтожает его идентичность. Эти люди извлекают из этого выгоду, занимают какие-то хорошие, теплые места, денежные места, ведут бизнес и так далее, и так далее. То есть люди сознательно понимают, что они своей деятельностью наносят вред башкирскому народу, но делают это все равно, потому что имеют от этого какие-то свои плюшки. Ну и башкорты это те, кто, это в основном башкирские националисты, ну или патриоты, да, как можно сказать, своего народа, башкирского народа. Патриоты Республики Башкортостан, где проживает весь многонациональный народ республики, в том числе, да, и русские, и татары, и чуваши, и другие. То есть они за то, чтобы Республика Башкортостан была самодостаточным государством, независимым государством, которое сама определяла свою политику, свою экономику и так далее, и так далее. Я их определяю так, это башкорты. Ну, Айрат Дильмухаметов, допустим, называет немножко по-другому, там, да, характеризует. Он делит людей на шульгенов и уралов. Но неважно, да, то есть я примерно показал вам. Так вот, об Ильдаре Юмагулове. Сразу хочу сказать о нем, что я считаю его достаточно искренним, достаточно честным человеком, который открыто говорит то, что он думает, но считаю его достаточно глупым. Это вот про таких говорят, это полезный идиот. Как бы это, может быть, грубо не звучало, да, заранее прошу прощения, но это характеристика таких людей. Сейчас объясню, почему. А, Ильдар Юмагулов давно и последовательно занимается защитой окружающей среды, защитой природы. Молодец, я за это его уважаю. И даже он страдал за свою вот эту деятельность экологическую. Все мы прекрасно помним, когда его избили среди белого дня, искалечили его, там, переломали ему ноги, ребра, по голове настучали. И этот поступок возмутил, очень сильно возмутил башкортостанское общество, жителей республики. И был организован сход. И я приезжал на этот сход и выступал там. Меня тоже возмутило это. И я считаю, что Ильдар Юмагулов, то есть пострадал, да, пострадал за свою деятельность. Так вот, но если до этого он был, скажем, не таким известным на всю республику человеком, то есть он был известен в своем, где-то в Заурале, возможно, там в Баймакском районе, да, то есть достаточно известен, но не на всю республику, то после вот этого случая, когда, напомню, что там, да, даже там, по-моему, Бастрыкин лично брал ведение уголовного дела, которое завели уголовное дело, да, то есть под свой личный контроль по избиению Ильдара Юмагулова. Так вот, после вот этого происшествия, трагического происшествия, он стал знаменитым. Он стал известен на всю республику, и не только на всю республику, но и о нем писали многие российские СМИ. И, возможно, его немножко, как говорят, да, шибанула звезда таких людей. А возможно, и
после того, как ему там немножко по голове настучали, возможно, и там что-то там чуть-чуть сдвинулось. Но факт в том, что он, помимо экологических проблем, начал говорить о том, о чем, я считаю, он немножко не понимает, чего говорит. То есть он начал лезть в политику, начал говорить какие-то исторические факты, какие-то небылицы, да, исторические. Ну, коротко, а во всем поподробнее. Как любой человек, который занимается какой-то публичной деятельностью, какой-то правозащитной или общественной деятельностью, у многих таких людей есть свои каналы, через которые они транслируют свои мысли, свои идеи, свои взгляды. И у него тоже, у Ильдара Юмагулова, был свой YouTube-канал, и сейчас есть, да, правда, немножко, по-моему, новый уже стал после баймакских событий. И вот после того, как вот его избили, искалечили, после того, как он оправился, уже вылечился, он очень часто начал выступать. И, ну, благо, что у нас в республике информационного повода для выступлений очень много. Особенно по поводу экологической повестки. Ильдар Юмагулов, я еще раз говорю, он разбирается в проблемах экологии, он говорит об этом, он защищал и лес очень часто. И он и говорил об этом. Но он начал говорить, то есть, когда повестка экологическая затухает, когда нету никаких-либо каких-либо таких серьезных событий, которые можно обсуждать, человек начинает скучать от недостатка внимания. И такие люди, вместо того, чтобы молчать, то есть, да, вот, ну, нету событий, да, ну, ты не говоришь ничего вроде бы, да, то есть, такие люди начинают, а есть люди, которые не хотят молчать, да, то есть, они не хотят делать паузу, они стараются говорить о чем угодно, лишь бы говорить. И вот из такой серии как раз и Ильдар Юмагулов. И вот когда не было каких-либо экологических повесток, о чем можно было говорить, он начал говорить совершенно какие-то несуразные вещи. Например, меня поразил там его одно видео, где он обсуждал такое историческое событие, как о том, что якобы башкиры помогли русским в Ледовом побоище, которое произошло в 1442 году. Вот башкиры вместе с русскими, вместе с Александром Невским остановили вот этот Ливонский орден и разгромили их. Я, конечно, был в шоке, когда услышал, как историк, и хотел бы уточнить, что, конечно же, такого не было. Нет ни одного источника исторического, где такое написано, где хотя бы упоминались бы башкиры там в составе войск Александра Невского при разгроме Ливонского ордена. Нету. Возможно, в воспаленной голове Ильдара Юмагулова это и есть, но факт, что такого нету, и ни один историк, ни один источник не указывает на это. Вы не найдете это. И этого и не могло быть, потому что в 1242 году, когда произошло Ледовое побоище, монгольские войска, в составе которых были и башкиры на тот момент, уже полностью захватили Русь, эти русские княжества разрозненные, и уже вовсю там громили Европу. И русские для них были просто один из тех покоренных народов, многочисленных покоренных народов, которых было множество. И, соответственно, башкиры относились к русским как к покоренному народу, как к своим данникам, потому что они входили в состав монгольских войск как равноправные союзники. И они никак не могли быть в составе войск Александра Невского и громить там Ливонский орден. Но это я так ушел уже, да, то есть вот человек начал об этом говорить, и я уже тогда как бы, да, насторожился, думаю, что он несет. Дальше произошли баймакские события, после которых Ильдар Юмагулов был вынужден бежать в Казахстан. Но до этого, когда прошел первый суд 15 января, Ильдар Юмагулов обратился на всю Россию, да, на фоне многотысячной толпы с просьбой к Владимиру Путину с просьбой ввести прямое управление
в Башкортостане. Я вообще тогда, конечно, удивился был и возмущен был, потому что человек не понимает, что он просит. Он вообще не понимает, что такое прямое управление. Человек не осознает, что он, какие действия могут произойти вследствие его поступка вот этого. И даже недавно, то есть провластный там ученый, да, Бердин, Азат Бердин, тоже как бы, да, раскритиковал это действие Ильдара Юмагулова. Что такое прямое управление? Прямое управление было, вот, допустим, на Кавказе. Когда захватили Кавказ, русские войска, там там введена должность военного генерал-губернатора. Когда башкирские бунты, башкирские восстания и войны до такой степени угрожали России, и когда их жестоко подавляли, у нас была введена должность военного генерал-губернатора. Вот в Оренбургской области, допустим, такое было. То есть этот человек, военный генерал-губернатор, у которого неограниченные полномочия. Он может карать и миловать. Он может хоть что делать на веренной ему территории. Это прямое управление. И ну, сегодня, конечно, немножко не так, да, но сегодняшнее прямое управление – это когда Москва, Кремль напрямую управляет Республикой Башкортостан. Зачем тогда нужна республика, если у ней нет исполнительной власти, которая ничего не может делать, нету законодательной власти, которая ничего не может делать, нету ничего, никакой власти, то есть напрямую. Для чего? Тогда и сама республика не нужна. Хабиров – это временное. Толкачев – это временное. А Республика Башкортостан – это должно быть постоянное, то, чем мы должны дорожить. За республику, за создание нашей республики наши предки воевали, проливали кровь, умирали. А тут человек просто одним своим обращением пытается похерить все это. Человек, еще раз говорю, не понимает не понимает и не осознает те последствия, которые могут произойти вследствие вот этого вот его действия, да, когда он обращался к Владимиру Путину. Ну ладно, это прошло. Дальше он сбежал в Казахстан, молодец, скрылся. Я, в принципе, приветствую и считаю, что те, кто на сегодняшний момент подвергается преследованию, должны убегать. Но он, сидя там, начинает через свой YouTube-канал опять нести ересь. Опять нести ересь. И тут он уже начал конкретно бить по мне. Ему не понравилось в том, что в баймакских событиях власти, республиканские, в том числе и российские власти, обвинили всех тех людей, которые вышли, да, к зданию суда в Баймаке 15 и 17 января. Их обвинили в сепаратизме, в национализме, их назвали там маргиналами, их назвали там чуть ли не террористами, ваххабитами и так далее, и так далее. Это ему не понравилось. Конечно, это никому не понравится. Но он обвинил в этом не власти сами, не Хабирова, обвиняет меня. Потому что это я виноват, оказывается, да, что вот так называют людей. Есть определенный такой тип людей, которые, скажем так, ну, как я сказал, да, это полезный идиот, да, то есть вот про Ильдара Юмагулова. Ильдар Юмагулов глуповат. Возможно, он разбирается в экологии, возможно, он разбирается там в проблемах каких-то местных. Но когда ты говоришь о своих, вот, если ты разбираешься в чем-то, об этом нужно говорить, да, об этом ты можешь говорить свободно. Но когда ты не разбираешься в политике, когда ты не разбираешься в общественной деятельности, в общественно-политической деятельности, в том, что происходит в стране и в мире, и пытаешься туда лезть и об этом говорить, рассуждать, то ты выглядишь глупо. И вот в этой ситуации Ильдар Юмагулов выглядит глупо. Для того, чтобы анализировать ситуацию, которая происходит сейчас в стране, в республике, в мире, давать оценку, характеристику, давать какие-то прогнозы, нужно иметь какую-то базу внутри, в голове имея в виду, да, образовательную базу свою. Ты должен
прочитать там какую-то литературу, множество литературы, желательно там историческую литературу, если ты рассуждаешь об истории, там, о политике. Как минимум ты должен знать историю. И историю ты должен знать не только по пропагандистским учебникам, которые были в Советском Союзе, которые сейчас есть, а читать разную литературу научную, разных ученых, писателей и так далее. Ты должен смотреть выступления как одной стороны политической, так и другой стороны, как оппозицию, так и сегодняшнюю власть, делать свой анализ, делать свои выводы. Но судя по тому, что Ильдар Юмагулов несет со своего канала, он не умеет анализировать и не может анализировать. Я считаю, что я недостаточно умный, вот, и, допустим, с тем же самым Айратом Дильмухаметовым я не могу сравниться, да, по знаниям. Человек реально умный, человек реально образованный, у него хорошая база, научная база, образовательная база в голове. Он прочитал массу литературы. Да, у него есть свои определенные недостатки, заскоки какие-то, вследствие чего он часто остается один. Вот он там освободился, вокруг него собралась команда, и буквально через некоторое время он остался один. Вследствие чего? Вследствие своих вот этих вот недостатков. Не будем сейчас об этом. Но я признаю, что он очень умный человек. Я не такой умный, как Айрат Дильмухаметов, но хотя я тоже много прочитал книг, много исторической литературы прочитал. У меня есть образование историческое. Я с детства люблю читать. Я интересуюсь политикой. Много смотрю, много общаюсь с людьми, достаточно умными людьми. И какие-то выводы, какие-то анализы я могу делать, о чем-то рассуждать. Но вот еще раз говорю, когда человек, который не понимает происходящих вещей, происходящих событий, не умеет анализировать их, не умеет давать оценку, правильную оценку, человек этот начинает нести чушь. Это как доктор, врач, который неправильно дает диагноз больному. Здесь то же самое. И вот он пытается сейчас рассуждать о политике, о событиях сегодняшних. И вот он винит меня в том, что это я призываю к независимости, к распаду России, что мы не такие, мы вот хорошие. В то же время пытается еще оскорблять меня там, да. И вот в этих своих видео, есть у него одно видео, где он пытается рассуждать о будущем. У него там, ему задают вопрос, как вы там видите будущее наше. И вот он начинает там рассуждать, начинает рассказывать. Оказывается, Ильдар Юмагулов видит свое будущее через свое прошлое. Он начинает говорить о том, что вот я хочу, чтобы было все хорошо в нашем будущем, вот чтобы мы жили хорошо. И как это должно произойти? Вследствие чего это должно произойти? Он это не объясняет. Он говорит, что надо взять вот все хорошее и реализовать. И он правильно дает как бы характеристику тому, что сейчас происходит. Там обогащаются олигархи, выводятся деньги в офшоры, расхищаются наши природные ресурсы, закрываются больницы. Все это он правильно говорит. Но он же не говорит о том, вследствие чего все это происходит. Кто в этом виноват? Не говорит. То ли не понимает, то ли специально боится об этом говорить. Он боится сказать, что напрямую, что в этом виновата во всем власть. И не только республиканская власть, но и в первую очередь виновата в этом во всем Москва, Кремль. Потому что не только в республике Башкортостан закрываются больницы, не строятся дороги. Это по всей России так. И сейчас можно прекрасно видеть, что зимой по всей России прорываются теплопроводы, весной прорываются дамбы, летом горят гектары и леса, никто этим не занимается, нет дорог, дорожают продукты питания. Кто в этом виноват? Вот такие, как Ильдар Юмагулов, обвиняют во всем Европу, Америку, масонов, евреев. Я не говорю, что именно конкретно Ильдар Юмагулов обвиняет евреев. Я говорю, такие, как он. Люди, которые не понимают или боятся
э, признаться, что во всех в этих бедах виновата сегодняшняя российская власть. Каждая, которая ворует у народа, ворует из бюджета. Российская власть ворует в российском масштабе. Республиканская власть ворует в республиканском масштабе. Муниципальная власть ворует в своем масштабе маленьком. Все воруют. А почему? Потому что у нас вертикаль власти, все подчинены, начиная от председателя сельсовета, заканчивая глав республики. Подчинены кому? Кремлю. Вот основной источник бед. А Ильдар Юмагулов рассуждает, что вот надо, чтобы мы бы жили хорошо. Как мы будем жить хорошо? Вследствие чего мы будем жить хорошо? Он об этом не говорит. Он не дает свое видение, да, как мы должны жить хорошо. Через что мы должны пройти. Что мы должны сделать для того, чтобы мы жили хорошо. Не говорит об этом. А потому что не понимает. Он думает, что вот Хабирова можно убрать, и все наладится, все будет хорошо у нас. И заживем прекрасно, и цены на продукты не будут расти, и коммуналка не будет расти, и дороги построятся сразу. Нет, не построится, потому что власть это уже сидит 23 года и ничего хорошего не делает для своей страны. Только все хуже и хуже становится. Но и вот он там в своем видео вот этом рассуждает, там, что мы там многонациональный народ, мы дружно живем, мы против там национализма, мы против распада, мы за мир и дружбу. Я тоже за мир и дружбу. Но я хочу жить в независимом Башкортостане, где будут жить точно так же русские, которые уважают башкирский народ, которые уважают наш язык, которые будут учить этот язык, потому что Республика Башкортостан это будет государство, национальное государство, которое будет жить независимо. И у нас будут жить разные народы, абсолютно разные. И он вспоминает, Ильдар Юмагулов там, говоря о том, что мы не националисты, вспоминает свое детство там в Саракташе. Саракташ это поселок в Оренбургской области. И он там говорит о том, что вот меня там черненького башкиренка, единственного башкира били, светлые мальчики, ну, имеется в виду русские, да, а другие русские меня защищали за это, там, да, ну, с гордостью это рассказывает, как его били за то, что он был башкиром. И он не считает, что как бы, да, для него это нормально. Человек, еще раз говорю, не понимает главную суть. Он видит вот в узком своем мире, в своем узком масштабе проблемы. Последнее его видео, где он там вновь обо мне заговорил, это вот когда произошли атаки на завод по производству шахедов в Татарстане, да, в Елабуге. Все мы это видели, все мы знаем об этом, об этой новости. И он тут начал, вот, Габасов это поддерживает, Габасов это радуется этому, Габасов считает, что это правильно. А там вот якобы там молодежь наша, она там может пострадать и пострадала, и это так не должно быть, там мы за великую Россию и так далее. Объясняю, что да, я это поддерживаю, я считаю правильно. Почему? Потому что Россия на сегодняшний момент это государство-агрессор, которое напало на суверенную, независимую Украину и уничтожает ее, захватывает ее территории, разрушает города, бьет, точечно бьет по объектам инфраструктуры, по электростанциям, по ТЭЦам, которые дают тепло. И вот такой один удар, разрушена, взорвана электростанция, и город или там поселок остался без света. Без света остались многие живые дома. Без света остались, а это вот зимой в основном, да, то есть они любят российские ракеты стрелять по объектам инфраструктуры. И вот зимой остался без света город, остались без света живые дома, садики, школы, больницы, где лежат больные люди, роддома, где есть маленькие дети, роженицы,
которые вот-вот должны родить, и нету света, представляете, да, и нету тепла вследствие этого. И это все делает Россия. И вот такой беспилотник изготавливают в Татарстане, в той же самой Елабуге. И сидит там студент, очкарик, и делает эту машинку. А потом эта машинка прицепляет бомбу, летит и роняет эту бомбу на дом, на жилой дом. Если Ильдар Юмагулов хочет сказать, что это не так, и Россия не бомбит мирные дома, посмотрите, пожалуйста, на города, что с ними стало. Авдеевка, Мариуполь и многие другие. Что с ними стало? Где? Там нету городов, там ничего не осталось практически. Нормально жила страна, мирная страна. И вот Россия вторглась в нее и начала ее захватывать, убивать ее мирных жителей, убивать женщин, стариков, детей в том числе. И заводы, которые производят военную технику, производство военное, люди, которые там работают, они должны понимать, что эти заводы, что идет война, что эти заводы являются законной целью для обороняющейся страны, для противоборствующей страны. В нашем случае это Украина. И это нормально, когда защищающая сторона бьет по заводу, по военному объекту другой стороны, своего противника. И надо ждать, что будут удары и по Республике Башкортостан. Я об этом говорил и говорю сейчас, что до нас дошло до Татарстана, дойдет и до Башкортостана. И будут удары по ОМПО. И люди, которые там работают, должны понимать, что они соучастники агрессии против Украины. Они преступники точно такие же. Если он сознательно все понимает, что то, что он производит, участвует в войне против Украины, против мирной Украины, то он соучастник преступления. Если человек порядочный, если человек умный, или хотя бы просто человек понимает, да, хочет спасти себя, свою жизнь, жизнь своей семьи, не подвергнуть их опасности, он должен просто уволиться с этого завода. Работы полно. Работы найти можно множество, когда люди говорят, что где он будет работать, работы множество. Не надо работать на военных объектах, на военном производстве. И когда бьют по каким-то производствам, которые являются стратегически важными для России, и я тоже считаю, что это правильно. Потому что если остановится стратегически важное производство, это ослабит Россию, и Россия проиграет войну. А я хочу, чтобы Россия проиграла войну свою. Потому что она войну ведет неправедную, несправедливую, нечестную, захватническую и агрессивную. Россия на сегодняшний момент это страна-террорист. И вот Ильдар Юмагулов защищает страну-террориста. Защищает эту власть. Я никогда в своих видео не призывал производить диверсии в детских садах, в школах, в больницах, в жилых домах, там, взрывать их. Нет. И не призову никогда. Я призывал производить диверсии на стратегически важных объектах, на заводах, которые, как я сказал, производят военную продукцию, которые являются стратегически важными там, на нефтеперерабатывающих заводах. Да, я призываю к этому. Россия должна проиграть. И вследствие чего моя цель и цель моих сторонников, Россия должна распасться, а Республика Башкортостан должна стать независимым государством. И когда Ильдар Юмагулов в своих видео говорит, что Башкортостан это маленькое государство, которое не выживет и будет там захвачено, там, как Сирия там, и так далее. Откуда он это видео сейчас произносит, эти слова? Сидя в Казахстане. Казахстан 32 года назад стал независимым государством вследствие распада СССР. И именно туда сбежал Ильдар Юмагулов, спасаясь от российских властей. Из независимого Казахстана. И точно так же сегодня живут. Но Казахстан хорошо, это огромная страна, но есть есть множество маленьких стран, которые живут прекрасно, меньше, чем Башкортостан по территории и по численности меньше, но живут.
Австрия. Прекрасно живет страна, где нету никаких природных ресурсов. Она меньше Башкортостана. Голландия меньше Башкортостана. Израиль меньше, чем Башкортостан. Литва, Латвия, Эстония. Эстонцев вообще там 900 тысяч всего. Прекрасно живут. Почему нас обязательно кто-то захватит, и обязательно мы будем жить в нищете? Потому что Ильдар Юмагулов не понимает масштабы будущего. Он живет в своем мяне-мирке и думает, что он говорит правильные вещи. Нет, Ильдар Юмагулов, ты говоришь неправильные вещи. Мало того, когда ты постоянно пытаешься обращаться к Владимиру Путину, к Бастрыкину, ты тем самым говоришь о том, что вы делаете правильно. А я напомню, что сегодняшняя власть сажает. Это не Хабиров посадил больше 70 человек. Это посадил Следственный комитет Москвы, России. Следственный комитет России, находится он в Москве. И разгоняли людей ОМОН из Магнитогорска. И Фаиля Алсынова посадили, и Айрата Дельмухаметова посадили, его судили в Самаре. И Лилию Чанышеву посадили, и Рамилю Саитову посадили, и организацию Башкорт запретили. И до этого множество репрессий против башкирского народа производила Москва, в первую очередь Москва. Да, возможно, руками республиканских властей. И последовательное уничтожение идентичности башкирского народа делает именно Москва. Именно она начала производить оптимизацию, вследствие чего закрылось множество школ, в том числе и башкирских, вследствие чего закрылось множество ФАПов, больниц, чем возмущается так Ильдар Юмагулов. Именно Москва начала наступление на башкирский, на национальные языки, в том числе и на башкирский. Еще в 2009 году башкирский язык ЮНЕСКО признал уязвимым языком. А с тех пор прошло уже 14 лет, почти 15, да? 15 лет. И стало только хуже намного. Кто виноват в этом во всем? Республиканские власти? Это они ввели ЕГЭ на русском языке, вследствие чего наши национальные школы практически перестали обучаться на башкирском языке. И предметы больше не изучаются. Я понимаю, что ты учился в Оренбургской области в русской школе, в Саракташе, где подавляющее число живут русских. И только там около 3% башкир. Я тоже сам учился в русской школе, где у нас не было башкирского языка. И у меня нету образования на башкирском языке. О чем я очень жалею. Но я борюсь за башкирский язык, за башкирский народ. А вот ты, наоборот, борешься за то, чтобы мы ассимилировались. Чтобы Башкортостан превратился в губернию какую-то русскую. Потому что русские у тебя братья. Потому что Путин это твой президент. Поэтому, заканчивая, я хотел бы сказать, Ильдар Юмагулов, тебе так. Ты, конечно, я понимаю, что, возможно, ты это говоришь для того, чтобы как-то там спасти свою задницу, там, чтобы на тебя там силовики не завели уголовное дело, и меня мочишь, да, для этого. Возможно. Возможно, ты говоришь это от чистого сердца и считаешь меня врагом страны, и ты поддерживаешь войну, войны России против Украины, и поддерживаешь убийство украинских людей, и поддерживаешь то, что сегодня происходит в стране вообще, все эти репрессии, возможно, да? В этом случае у меня к тебе вопрос. Представим, что сегодняшний режим, он сохранился через 30 лет, да, вот прошло 30 лет, и режим этот до сих пор у власти. Пусть Путина уже не стало, там, вследствие старости он умер, там, но он оставил наследников, оставил своих преемников, и этот режим продолжается. Как ты считаешь, Ильдар, как будет жить башкирский народ? Что будет с Республикой Башкортостан? Что будет с башкирским языком? Что будет с нашей численностью, учитывая, что мы уже 2 переписи подряд уменьшаемся в численности?
учитывая, что наш башкирский язык, как я сказал, ЮНЕСКО признал уязвимым языком, учитывая, что 1/3 башкир не считают башкирский язык своим родным языком. Что будет с башкирами? Что будет с нашими национальными организациями? Что будет с природными ресурсами? Потому что именно Москва, именно Кремль продавила закон, по которому все конституции национальных республик были приведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации. И оттуда была убрана статья из Конституции Республики Башкортостан о том, что что все природные ресурсы Республики Башкортостан принадлежат многонациональному народу республики. Убрали эту статью. И с тех пор нашими природными ресурсами распоряжается Москва, ну, через Нижний Новгород, конечно, там, да, то есть там находится центральный Приволжского федерального округа, да, то есть. Так что будет с природными ресурсами? Что будет с башкирской землей? Сохранится ли вообще республика? Вот что ты считаешь? Как ты считаешь? Это реально, учитывая все то положение, в котором находится сейчас башкирский народ, и наша республика? Ты считаешь, что мы будем жить лучше? А если ты так считаешь, пожалуйста, объясни вследствие, почему мы будем жить лучше, вследствие чего мы будем жить лучше, за счет чего мы будем жить лучше. Заканчиваю на этом видео. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Очрашырга тиклем.